Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте начинать. Я не вижу, где у нас... Вот вижу, да, разговаривает по телефону. Так, вот я вижу, у нас новые члены правительства появились. Так, смотрите, мы сегодня, у нас круглый стол, даже совещание, я бы сказал, да, по реформе обращения с твердыми коммунальными отходами. И я бы хотел представить, но вы все знаете, что у нас и проходит форум, и работает Общественная палата Федерации, поэтому давайте вот на этой площадке совместно сейчас рассмотрим, что происходит и как у нас проводится работа с твердыми коммунальными отходами, как у нас работает оператор, какие есть проблемы, вопросы, как мы будем реализовывать поставленные задачи. Спасибо. Давайте работаем. Добрый день, уважаемые коллеги. Почему мы этим занимаемся? Тема коммунальных отходов сначала стала остро-социальной, а потом стала политической. И вы знаете, все следите за историей Архангельской области, где пытались построить полигон в поселке Шелест, туда московский мусор, и все это вылилось практически в партизанскую войну в Архангельской области, потому что население крайне недовольно, активисты крайне недовольны. С одной стороны активисты, с другой стороны Росгвардия, все это абсолютная дикость. Рейтинг губернатора спикировал вниз, процентов 90 высказывали ему недоверие. Это недопустимая ситуация, потому что в ближайшие годы надо построить порядка 200 объектов. Мусоросортировочные заводы, переработка, полигоны и так далее, и так далее. Все должно быть современным и часто не слишком далеко от населенных пунктов. И московский мусор куда-то придется везти, не складировать же его в Москве. И придется, я надеюсь, что до Бурятии московский мусор не доедет, но, по крайней мере, в регионах возле Москвы есть напряжение, и не хотят московский мусор. Значит, надо обсуждать, договариваться, гарантировать, что не будет загрязнения вод и так далее, и так далее. Надо, чтобы общественность с самого начала вместе с чиновниками, вместе с инженерами, вместе с экооператорами работали над этими проектами. Вот, собственно, наша задача. Кроме того, сейчас, вы знаете, с Нового года и тарифы новые, и поэтому, когда мы проводим мероприятия в регионах, мы всегда проводим совещания по теме бытовых отходов. Это острейшая тема. Авелия Индудова, председатель комиссии по экологии Общественной палаты, этим занимается. Авелия Евгеньевна лучший специалист в России по этой проблематике. Она говорит, давно в отрасли, она видный эколог. И здесь по этой отрасли она знает все. Я поэтому предоставляю слово Авелии Евгеньевне. Пожалуйста. Спасибо, Валерий Александрович, за такое представление. Хочу объяснить, что мы увидели из ваших публичных документов. То есть Общественная палата провела мониторинг по системе обращения с отходами во всех субъектах. И мы видим регионы в сравнении. То есть выезжая куда-то в регион, у меня готовится такая справочка, по которой мне показывают, как регион выглядит. Из публичных источников, еще раз говорю, мы не запрашивали эту информацию у ваших властей. И вот из ваших публичных источников мы видим, что у вас есть 3 зоны, и на них работает один рекоператор, частный рекоператор. Что мы видим по платежам населения? Если это не так, то рекоператор дальше меня поправит. Как вы выглядите в платеже населения? Вот по платежам населения у вас от 64 рублей до 77 рублей, в зависимости от, видимо, от МКД или домовладения идет. По сравнению с другими субъектами Дальневосточного федерального округа, самый высокий тариф на Камчатском крае. У них 297 рублей с одного человека получается. То есть у вас получается такой не минимальный, но меньше всех в еврейской, у них даже есть платеж в домовладении 7 рублей. То есть, видимо, тарифы не пересматривали, есть 30 рублей. Как за эти деньги обеспечить весь технологический цикл в соответствии с новым природоохранным законодательством, я, если честно, не понимаю. Как можно собрать, вывести, утилизировать и выполнить еще нацпроект. Напомню, 2 цифры из нацпроекта. 36
мы должны переработать и 60 должны обработать, то есть провести через сортировки. Поэтому, конечно же, здесь достигнуть таких показателей до 2024 года необходимо. Есть еще время до раскачки, но время катастрофически убегает. И если еще не подошли к планам, не то что к их реализации, то можем не успеть. Жестко мониторится сегодня ситуация в регионах. Постоянно ведутся совещания как со стороны Минприроды, так и со стороны общественности. Вот у нас есть группа одна в Общественном совете Минприроды, вторая в Общественной палате РФ. Дальше, что касается ваших нормативов. Могу ваше руководство оставить. Как вы выглядите по отношению к другим. Норматив по всем субъектам такой есть на сайте Общественной палаты. ДФО, норматив накопления. Вот в регионе Еврейской автономной области 0,2 куба, в Хабаровске 3,9. Но вроде соседние регионы, вот прям граничащие. Почему такая разница, непонятно. У вас здесь норматив в одном месте 2,27, в другом 1,99. Ну, в принципе, не выбиваетесь, особо не выбиваетесь, средний такой норматив. То есть нет, у нас есть всегда опасение, что для того, чтобы платеж сохранить в рамках сегодня доступности для граждан, некоторые субъекты идут на подлоги, они уменьшают норматив для того, чтобы платеж был меньше. Ну, в вашем регионе этого мы не видим. Дальше единый тариф рекоператора 409 и 387 рублей, да? За куб. То есть тоже не особо высокий. Например, в Чукотском автономном округе 2056 рублей. Следующую бумажку можете посмотреть. Норматив накопления ТКО с одного человека в килограммах теперь. То было я в кубах говорила. Мы специально делали в разных показателях для того, чтобы было понимание, если вы ведете разъяснительную работу с населением, а ее необходимо вести, чтобы вы говорили, а вот в соседнем субъекте вот так, а у нас вот так. И если где-то есть нормативы в кубах, где-то в килограммах, людям понятнее, конечно, когда они в килограммах видят. Ну вот, что у вас получается в килограммах? 294 и 228 килограмм вы мусорите в день. То есть в год, извините. Во многих субъектах люди идут даже на эксперимент, у нас есть такие. Кто-то дома взвешивает свой мусор, да, и примерные вот эти расчеты начинают выкладывать. Вот та же Кировская область, о которой мы говорили с вами, да, они там такой эксперимент провели, какое-то НКО, общественная организация, провели эксперимент и усомнились в нормативах, которые дало им правительство. То есть сейчас в переговорных процессах. Ну вот в Амурской области они считают, что они мусорят 669 килограмм. Тогда же в Европе не мусорят, как они мусорят. Магаданская у нас, наверное, много получает, много мусорит, почти 579 килограмм у них. А на Чукотке совсем мало мусорят, 180 килограмм всего лишь. В море, наверное, да, Валерий Александрович все выбрасывает. Поэтому такие сравнения, они очень наглядные и хорошо работают для разъяснительной работы. Вот. Теперь хотелось бы послушать вас, с какими проблемами вы сталкиваетесь здесь, какая собираемость платежей сегодня, есть ли угроза разорения рекоператора, есть ли инвест-составляющая в тарифе, и если ее нет, то каким образом вы собираетесь дальше модернизироваться. Доклад закончен. Готовы послушать. Добрый день, здравствуйте. Как это выглядит на практике? Мусором мы занимаемся 17 лет. В разных форумах, регионах, с региональными операторами общаемся постоянно. То есть всю вот эту динамику, статистику. Ну, как сказал классик, есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. Статистике верить нельзя. На сегодня реальный норматив установлен в Бурятии. Мы считаем, что норматив для МКД должен быть выше. То есть он на сегодня 1,99. А вот для ИЖС он идет 2,27. Вот реальный норматив для МКД где-то 2,8.
Для ИЖС 2,27 подходит. Что мы вынуждены делать? Так как жители говорят, это несправедливо, мы вынуждены были искусственно приравнять цифры по нормативам. То есть принять для себя мы не можем 1,99 эти постановления. Мы уменьшаем тариф для ИЖС, делаем его ниже допустимого, ниже утвержденного. И выравниваем искусственные цифры. Потому что когда мы уходим в деревню, жители спрашивают, почему мы должны платить больше? Из-за того, что у нас норма больше, но мы же все сжигаем в печке. Мы объясняем, сжигать нельзя, закапывать нельзя. Не объяснить обычному человеку, что нельзя сжигать бумагу. Не объяснить, если ПЭТ еще как-то можно объяснить, полиэтилен, остальное не понимают. Отсюда возникает вопрос. Они начинают вытаскивать все, что есть на огороде. Траву, шлак, экскременты собачьи, все, что есть. Считая, что если он заплатил, то он может вынести. Парадокс в том, что как только мы начали работать, первые 15 дней были сбои по деревням. Мы ожидали, что из деревни будет, грубо говоря, 15 кубов, заходим, а там деревня выносит на все 50. В другую деревню приехать нет возможности, потому что несколько ходов стоит. В итоге вышло так, что первый месяц работы при заявленном объеме в схеме 229 тысяч кубов мы вывезли 215, что приблизительно 94,5% от объема схемы. Это показатель высоченный, можно сказать, мы охватили республику всю. Есть ряд населенных пунктов, даже не муниципальных образований, а населенных пунктов малозначительных, 4 человека, 97 человек, 3, которые мы не смогли охватить. Либо ввиду отдаленности, дороги 80 километров нет, я просто развезло его в Сабариков, в частности. Либо находится за речкой, речка расставила все. Мы не можем, не имеем права проходить по речке. Либо в принципе предусмотрено, что нет ни полигонов рядом, ничего. Но мы решили складировать на мелких сельских свалках и доставлять их в метрополис. С чем столкнулись особо страшно? Жители против в дальних деревнях, чтобы к ним заходили мусоровозы вообще. Потому что считают так, вот у нас есть дядя Ваня, он на своей телеге на тракторе за 50 рублей в месяц, вот мы с усадьбы даем 50 рублей, он мусор собирает, он туда в лесок вывозит. Ну, лесок это же незаконно. Да, незаконно. Мы обтянули радиусы 4 сосны. Теперь у нас все не разлетается, все законно. Это незаконно. А для нас другого не надо. Они буквально с вилами бросаются на мусор. Находится эта деревня в Прибайкальском районе, в 59 километрах от города Улан-Удэ. Абсолютно дикая ситуация. Мы объясняем, что ваш дядя Ваня пересядет с телеги на мусоровоз и будет возить вполне законно, куда мы скажем, но подальше. Потому что нет этой свалки, которую вы считаете легальной. Нет, не надо нам ничего не менять. И вот вплоть до прямого саботажа, угроз и так далее. Ситуация понимаемая, поэтому мы доводим, информируем, плотно работаем с головами. Это нормально. Все нужно переломать. Так же, как ремень безопасности. По сей день не пристегли. То есть слово. Но вижу, что все стали пристегивать. Ну, мне свирили, поэтому другого момента. Так вот, о том, что мы хотели. В республике существует поток мусора абсолютно схожий со всеми. Ломать менталитет нереально и незачем. Нужно просто расщепить потоки отходов. Достаточно того самого мусоросортировочного комплекса, который уже есть, многомиллиардный построен, их 2. Но их нужно закупить. И не по нашей причине, вине мы не можем закупить. Мы их отремонтировали, поменяли весовую, поставили рамки дозиметрического контроля, заменили конвейер, сделали все. Они полностью готовы подключить. За то время, пока они не работали, один 7 лет, другой 8, появился в санитарно-защитной зоне, а без нее нельзя работать. В первом варианте склад овощей, а у них нормируемые показатели изменения. Все, там зоне объект. А во второй частный дом. И хоть тот убейся, ничего с этим частным домом не делаешь. Да, их можно расселить в этом частном доме. 2 квартиры, построены без фундамента. Как узаконился, непонятно. Но это все работа власти муниципальной. Мы не можем добиться от комитета городского хозяйства, чтобы они просто убрали этот дом из фонда. Вопрос клевый. Поставить многомиллиардное оборудование, способное угасить поток половины города Улан-Удэ. 80 тысяч тонн по проезду. Улан-Удэ вместе с 2 районами 150. Нонсенс. Как мы предполагаем с отходами бороться? Вы абсолютно правильно сказали. Наш проект говорит о том, что 36% перерабатывают, 60% обрабатывают. Под словом обработка мы понимаем процесс,
которые препятствуют, скажем так, возникновению последствий для окружающей среды. Раскладывая мусор на морфологической составляющей, мы видим, что в разных регионах от 45 до 60% это органика. Значит, с ней и надо бороться в первую очередь. Значит, при помощи ее, если мы будем обрабатывать, мы добьемся идеи нацпроекта. А мы гоняемся за воробьями. Мы пытаемся на сортировку отсеять полезные фракции. Ну их 15-17%. Если мы не говорим об автоматических, на автоматических процент выше. Так вот, поток первый, это пищевая органика, которая выпадает в сепараторах вибростолах в самом начале процесса на сортировку. 50% железа. Второй процесс, 15, 17, 20% это те полезные фракции вторичных материальных ресурсов, которые люди могут отобрать либо автоматом. И третье, так называемые хвосты, которые невозможно переработать. Так вот, эти самые хвосты, это фантики, бумажки, мелкий какой-то мусор, пакеты полиэтиленовые, которые нужно просто раздробить на фракции где-то 35 миллиметров общей статистики, и получается подсушить немножко. Сам по себе мусор уже сушится, когда попадает в сепаратор, идет по транспортеру, разветривается. Когда мы его подсушили, это уже не мусор, это уже топливо. Называется оно РДС. Тем самым на выходе мы получаем топливо для цементных печей какого-нибудь завода. В Бурятии Темлюйский завод по производству цемента, шифера, чего угодно. Достаточно эти самые топливные брикеты запаковать в полиэтиленовую пленку, привезти до Темлюя, это меньше 100 километров, и бросить в печь. Но проблема в том, что состав мусора не постоянен. Одно дело температура горения консервной банки, другое дело картонной коробки или бутылки, полимеров, в принципе. Для этого в печках предусматривается газокомпенсатор. И температура держится на уровне 1300-1350 градусов. Это все равно выше 1200, то есть температура образования всяких разных вредных веществ. А значит, мы получаем на мусоросортировках продукт для удешевления в конечном виде какого-то продукта цемента. Мы были 9 лет назад, вот как правильно говорил Игорь Леонидович, у Шейна в Белгороде. Уже тогда губернатор, понимая проблему, создал все преференции для того, чтобы создать вот этот комплекс расщепления отходов. Они закупили в Нижнем Тагиле газогенераторы, малой, правда, производительности, КПД слабенькое, но тем не менее они расщепили поток. Они построили свой перерабатывающий комплекс. Мы были на нем первыми. Весь полигон к тому моменту был 2 гектара. Я так понимаю, на сегодня не увеличился. Потому что они часть объема пережигали. Вот на этих своих цепочках, так скажем, низкого пиролиза восстанавливали газ. Газ шел на газогенераторы, и получалось электричество. Дальше брикеты РДФ они поставляли на цементные заводы, получали бартером за них цемент. Из цемента делали блоки, строили своим жителям готовое жилье. В итоге у них человек получал 10 тысяч рублей, но он жил в квартире, построенной ими, и туда сбрасывалось электричество с полигона, которое существовало. На полигоне это ничего не было. Всех это удивило. Правительственные были делегации всей страны. Потому что по Белгородской области самый большой продукт животноводства, там курицы, свиньи, продовольственная безопасность на уровне. У них поставлено производство и переработка всех типов производственных отходов. Животноводство. Существует площадка гектар. На ней складируется валами навоз. Смешивается с сеном, по-моему, смешивается с соломой. Определенные бактерии работают с этим навозом. И за 45 дней он становится удобрением. Это удобрение они с площадки продают. В итоге отходы животноводства становятся продуктом, который продается за деньги. Все, замкнутый круг. Наша цель – замкнуть этот круг, чтобы отходы шли не на полигон, а восстанавливать. Мы предлагаем сделать первый этап, когда отрабатывается именно органика, и выполняется условие нацпроекта. 50-60 проектов, 50-60% именно органики перерабатывать на таких же полях. Мы не можем себе взять это поле, потому что нужна санзона 500 метров. Глупость в этом. То есть только действующий полигон может позволить это сделать. Вот у нас на МСС-2 существует поляна 180 на 200,
на которой можно сделать полезный компостирование, но сидит опять этот склад овощной продукции. У нас просто банально нет участков, где складывать эти валы. Вы обращались к Обращались, руководству? обращались, И что? в Минприроду обращались. Нет, не об уменьшении санзон, а о О том, чтобы взять предоставлении нам другой земельного земельный участка. участок. Но если у вас нет сегодня действующего, насколько я поняла, оборудования, это же одно от другого зависит, да, оборудования нет, участка нет, у нас проект есть и есть KPI губернатора. Он это понимает, ваш глава республики, о том, что сейчас у него доля перерабатываемых отходов в KPI есть, и он будет по ней отчитываться. И, понимаете, Я вам это, для да? всех скажу, супер глава. Он, наверное, единственный глава во всех регионах, который понимает и поддерживает. Так вот, мы пишем в Минприроды письмо, просим выделить площадку, а нам говорят, извините, не ваша собственность. Так вот, весь процесс простой. Если мы на этой МСС-2 делаем обычный брызгалку, который при поступлении отходов по конвейеру их обрызгивают, то мы уже в сепараторе получаем обработанную на выходе органику, которая идет на поля, ее можно просто складывать, и она через 42-45 дней будет удобрением. Это удобрение можно использовать при рекультивации полигонов. Это почва грунт. Я чувствую, мы с вами говорим на одном языке, поэтому потом Я дам так схему в готовом виде. Мы ее начертили и до сих пор не можем объяснить Минприроду, что есть такая схема. Подождите, а почему вы Минприроде это объясняете? У нас По задача- участку, я не понимаю, вот Саша тоже давно уже в отходах, и это же Росимущество должно, если вы участок просите, либо вы в кооперацию можете с кем-то из бизнеса войти, взять в аренду этот земельный участок для организации участка компостирования. Ну, как Московская область. Парадокс в том, что участок МСС-2 разделен на 3 части. Первое – это гаражи, гаражный бокс, который УКС построил, я так понимаю, сдать не может, поэтому передать только в республику не может. Второе – это участок неиспользованный совершенно, где пустая земля, можно сделать эти валы. Мы просчитали, длина вала 180 метров, это поток отходов, как раз 1000 кубов поступающих. Один вал – один день. 42 вала – 4,5 метра ширина вала. 42 вала, 42 дня. Когда последний закладываешь, первый можно убирать. То есть вы не можете достигнуть, я хочу опять вот вернуться не к технологическому процессу, а к организационной схеме. Вы не можете договориться сейчас с руководством о выделении земельного участка? Точно. Точно, да? Может ли сейчас, вот у нас есть представитель достаточно высокого уровня, организовать какую-то, вот как делается в других регионах? Они берут, делают ведомственный проект. Та же Белгородская область, сейчас Рязанская область. Такое летучка, в которой заинтересованные чиновники в рамках этого регионального ведомственного проекта решают поставленные задачи в обозначенные сроки. Чтобы не там сверху кто-то приезжал и командовал, да, а вот такое межведомственное взаимодействие, там ты отвечаешь за пуговицы, пуговицы сейчас крепко пришиты, ну как по Райкину. Чтобы не мыкались, потому что это же ваша сейчас уже субсидарная ответственность, и власти, и бизнеса. Ждать, когда распишется в собственном бессилии рекоператор или обанкротится, бессмысленно, да, потому что уровень ответственности остается ваш. Мы за то вообще, чтобы часть инфраструктуры, и неоднократно об этом выступали с этой инициативой, когда госкорпорацию планировали делать, мы за то, чтобы инфраструктура была хотя бы частично государственной. Чтобы вы не один мыкались, чтобы вместе решали эти проблемы. Может быть, вам посмотреть эту форму государственно-частного все-таки партнерства, при котором вы в концессию отдадут вам какой-то земельный участок для расположения там участка компостирования. Ваш взнос будет то, что у вас есть имущество, их взнос какие-то новые земельные участки. То есть этот вопрос-то надо как-то сдвигать. Уважаемый коллеги, можно я немножко прокомментирую? Мы сейчас вот послушали нашего рекоператора, и я полностью как бы согласен, но мне показалось, что Игорь Михайлович, немножечко вперед забежали и слегка, то есть все ваши желания и мысли, да, то есть вы сейчас же реально, давайте вот на землю вернемся с теми проблемами, которые мы сегодня, да, сейчас живем. Но давайте признаемся, что у нас рекоператор начал работать с 1 апреля, да, то есть не как это было по всей стране, да, то есть там, с 1 января, с 1 апреля тариф у нас утвержден, насколько мне память не изменяет, 27 или 28
базы и так далее. То есть, и вот знаете, вот сегодня мы с вами работаем, и вы, основные ваши вот сегодня проблемы, они вот еще вот в этой плоскости лежат, да? А вы рассказываете сейчас в принципе про весь техпроцесс. Я понимаю, что нужно все в параллель, но, честно говоря, те проблемы, о которых вы говорите, мы еще просто до них, или вы совместно с нами до них не дошли. Я, конечно, сейчас уточню, то есть меня вот заинтересовало, то есть, Вадим Евгеньевич, мы действительно уже разбирали, то есть, что у нас правда с вводом из сортировки, то есть там, где не могут вести, там, один дом попал в санзону, то есть этот вопрос принимал. Проблема есть с расселением, город пытается ее решить. Ну и, соответственно, город разыграл тендер на установление санитарно-защитных зон расчетным способом, возможно, там с применением соответствующих мероприятий, может быть, и расселение не потребуется. Если Игорь Михайлович там точно знает сроки, октябрь или ноябрь должны этот контракт закрыть. Мы ставили ввод и рекомендовали Игорю Михайловичу ввод мусоросортировок ставить не раньше 2020 года. Тариф он их погрузил на этот год, на сегодняшний день они не работают, в общем, некая такая коллизия есть. И по поводу выполнения показателей нацпроекта и федерального проекта, на первые 3 года у нас показатель по сортировке стоит 0, поэтому действительно вот сейчас больше мы какую-то перспективную проблему, нежели текущие проблемы рекоператора, которые у него сейчас обсуждают. Что вы поставили себе 0, это не означает, что его приняли. К нацпроекту все идет приложениями, желалками субъектов. Есть целевые показатели общий нацпроект. И поэтому от того, что вы сами себе 0 придумали, так бы все так сделали, да, мы по нолям, а мы ничего бы в ближайшие 3 года делать не будем. Через какое-то время начнут спрашивать, почему не запускаете, да. Мы надеемся, что Игорь Михайлович нам в этом поможет и запустимся, пойдем с опережением. Но конечную цель, конечно, что мы должны 60% направлять на сортировку, мы перспективно в 2024 году видим. Еще одна проблема у всех субъектов, не знаю, стоит у вас или нет, это оснащенность контейнерным парком и за чей счет все-таки оснащаемся. Вот вы сказали про договорную базу, да, работу, когда меняли основы ценообразования, работу с населением в части заключения договоров, в тариф невозможно было включить. Вроде отстояли, но, видимо, в недостаточной мере, и все просят помочь в этом биллинге, дать базы данных, они закрытые, подворовый этот обход не дает иногда толку, и поэтому задвоенные платежки идут. Это во всех субъектах есть. То есть в биллинге помогает власть вам? Разрешите тогда дальше. Да, на самом деле создание базы данных это была проблема и проблема. Но опять-таки при помощи главы. Он дал распоряжение главам. Главы нам без персональных данных практически передали реестр по адресно, сколько прописано людей. Кто-то дал, кто-то не дал, но база создалась. На сегодня в городе Улан-Удэ база это 170 тысяч адресов, то есть 170 тысяч лицевых счетов. В среднем в одном адресе проживает 2,5 человека. То есть 432 тысячи населения города Улан-Удэ это 170 тысяч лицевых счетов. По республике Бурятия. При полном расчете, в самом худшем варианте, у нас сегодня 320 тысяч вместе с городом, то есть 150 по республике. Мы считаем, что база практически на 80%. Но, когда мы вот этот средний показатель, 150 лицевых счетов по республике, раскинули на 550 тысяч человек, то есть в республике Бурятия 990 тысяч долларов. То есть 32 из них это Улан-Удэ. Все остальные 560 тысяч, это 150 тысяч счетов. Мы посчитали, что нужно выставить в один лицевой счет за 3 прописанных человек. И мы бы закрыли проблему платежей по территории. Но глава республики, собрав совещание, сказал, нет, ребята, это несправедливо. Вы должны выставить в один адрес по одному человеку. И мы так и сделали. Что мы сейчас видим? Количество выставленных счетов практически по республике, по районам, в 3 раза ниже той валовой выручки, которую нам предписывал РСТ. То есть РСТ говорит, у вас должно быть 90 миллионов в месяц, а мы видим 30. Ровно в 3 раза. Для того, чтобы стать рекоператором, вы на уступки пошли, да? А потом уже скажете, ладно, все, я останавливаюсь на недельку. Вот здесь тоже есть угроза такая, когда рекоператор в некоторых регионах началось уже такое, когда останавливает свою работу, говорит, да пошли вы, я поехал отдохну. И города остаются заваленные мусором. Если в городах резервный парк,
мусоровозов или в соседних, как сделал, не буду обозначать город, они к соседнему региону обратились, там приехали 20 мусоровозов, и рекоператор потерял свой мусор. Угроза единственного рекоператора, ее нужно чувствовать. Чувствовать. Даже еще не начал говорить, Да, на а эту я тему. уже, Валерий А вы Александрович, уже вытащили револьвер. это не револьвер, Валерий Александрович. Та же Астраханская область, да, ушел Якимчук, и город не убирался несколько месяцев. Столкнулись, просто банковские проблемы были со Сбербанком. Пришлось закрыть, и обанкротился рекоператор, и все. То есть резерва никакого нет. Они не участвуют в управлении, вместе с ним они не чувствуют угрозы того, что это может случиться. Поэтому я рекомендую настоятельно ввести одного чиновника в состав директоров, совет директоров, для того, чтобы вы видели, как развивается проект, чтобы вы видели угрозы, что, например, сломанные там мусоровозы или еще какие-то, чтобы вы чувствовали, чтобы чиновник был прикреплен внутри в управлении этим предприятием. А очень опасно иметь одного респиратора. Если можно, к расчету я просто не понял, Дмитрий Михайлович, как вы там из 90 миллионов получили 30, но если половина Улан-Удэ, там у вас база есть, помимо Улан-Удэ у нас есть еще городские поселения, которые тоже к этому надо посчитать, где вы пользуетесь услугами ЕРЦ. Ну и вы сказали, что по просьбе главы многие районы откликнулись и дали вам наполнение базы данных. То есть эта оценка какая-то по меньшей мере странная, может мы ее уточним. Я бы на вашем месте на самом деле просто сначала уточнил, у меня без зала, сколько районов передал нам базу. Оно у вас должна быть, эта статистика. Загляните в нее. Вот, если разрешите дальше. На сегодня мы посмотрели, если говорить о том, сколько выставлено счетов, то платежеспособность 30%. Это за первый месяц нашей работы. То есть мы с 1 апреля начали работать, а в мае мы уже получили 30% за апрельские оказанные услуги. У нас в данном случае выпадающего нет. 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 Дело не в этом. У нас есть вложения, которые неоправданно просто висят. Ну, например, 26 миллионов мы держим в банках на банковской гарантии. Бестолковые деньги, на которые можно было... Это по соглашению. Когда мы в первое соглашение вошли, действовал закон, что мы обязаны предоставить банковскую гарантию на первую зону. Но НВВ был огромный, банковская гарантия нужна была на 62 миллиона. Соответственно, с нас запросил банк 15 миллионов депозит. Мы оплатили, за банковскую гарантию 1 800 000 оплатили, банк через 5 месяцев банкротил. Мы за ним до сих пор бегаем. Сейчас пришли, но закон-то поменяли, и потом-то сказали, можно гарантию взять только с момента, как вы начали работать. К этому моменту мы пришли в Минприроды и подали опять 3 банковские гарантии. 1,5 миллиона, 2,5 миллиона, 3 10 миллионов депозит. Итого опять 11 миллионов нас подвисло в банк. Слышали бы вас московские мусорщики. У них для обеспечения контракта 1 800 000 000. Ну, такие достаточно серьезные. Они бы с завистью о ваших цифрах послушали. Они бы не пошли на эти объемы, для них это объем одного дворика, 2 домов. Поэтому никто туда бы не Юрий пошел. Михайлович, какой местный банк готовился? Чекинский. Но они были европейским банком, мы сидели в Москве, и мы оформляли в Москве. А оказалось, у них голова в Чеке. И все. В сентябре банкротили. Да, то, о чем сказал Алексей Сергеевич, это вообще абсолютно правильная тема. Правительство понимает, что рекоператор нужен. Это инструмент для многих событий, которые произойдут. Правительство приняло решение войти в уставный капитал предприятия и привнести с собой чиновников для контроля, деньги на кассовую разработку. Вот тут впереди планеты всей гулять. Но вопрос, у каждого события есть свое временное интервал. Когда это произойдет? Мы поговорили об этом 23 марта, на дворе 1 июня. А есть это протокол решения? Не знаю, мы его не видели. И поговорили под запись, и все закончилось. Да? Протокол. Второй момент, с которым мы столкнулись. Выходя в банке за банковской гарантией, чтобы работать, соглашение должна быть банковская гарантия. Мы говорим, ребята, у вас соглашение до 1 января, а с 1 января вы как пошли вообще работать 1 апреля? Мы не можем дать банковскую гарантию. 80 банков. Мы обошли за 1,5 месяца. И только в одном смогли договориться. Банк под высокий депозит практически закрывающийся. Почему?
Потому что у нас нет соглашения, которое переносит сроки начала. Они три раза для меня это превышение полномочий. Госконтракт, не имея права вводить, это значимое условие договора. Мы сегодня работаем в поле без закона. Собираем деньги, не пойми как. Но мы работаем, вся республика живет, претензии есть, но они незначительные. Если говорить о контейнерах, вы правильно заметили, основная проблема в деревне. Рекоператор начинает свою ответственность от контейнера или от площадки, на которой складывают мешки. Поэтому должны быть площадки, на которых складывается безопасный мусор. Вот тут самая базовая просьба к вам. Есть основной закон 89 об отходах. В нем есть самая первая статья. Как она читается? Отсюда плясать-то надо. В соответствии со статьей 1 закона 89 под размещением отходов понимается их хранение и захоронение. Я пропустил одно слово. Их безопасное хранение и захоронение. Вот если слово «безопасное» поставить, вопрос решится рано. Потому что под безопасным надо понимать площадку, на которой складывают мусор. Оно должно быть герметичное покрытие, и человек должен прийти высыпать свой мусор в любой час, в любой день. Это ТКО, твердые коммунальные отходы, относящиеся к коммунальным услугам, которые житель вправе получать ежеминутно, когда он хочет, а не когда ему предоставляет рекоператор въезд в деревню раз в 3 дня. Вот в чем базовая ошибка. Первая статья основного закона. Знаете, он уже настолько лаканный, перелаканный этот закон 89-м, мы уже попросили для того, чтобы банкиры не подпрыгивали, а они сегодня практически все отказываются финансировать отрасль, к сожалению, из-за того, что вечные поправки в бедный, несчастный 89-й ТЗ. Либо уже бы новый какой-то написали, потому что он моральный, уже устаревший. Его поправляют, вот каждым словом поправляют. И уже вот недавно на форуме экологии я попросила всех, давайте объявим какое-то перемирие. Законодатели перестанут писать законы, а рекоператоры хоть чуть-чуть поработают пару лет, мы не будем их, как называть, жирными котами там, или еще как-то, да, как, вот это вот мнение, что в мусоре золото находится. Ну, если там золото, покажите свой огород, как сказал один из рекоператоров, ну, мы вам 6 КАМАЗов привезем этого золота. Добыть это золото надо. И это тяжелый, нудный труд, еще и в ограничениях, всевозможных ограничениях, а тут еще и ОНФ бегает, и общественные инспектора бегают. Конечно, надо создавать положительный имидж своим же рекоператорам и помогать им. Раз вы им доверили такую сложнейшую систему обращения с отходами, нужно им помогать сегодня всем, чем можно. Игорь Михайлович, возможно, это первые добрые слова, которые вы слышите в своей жизни, как специалист по мусору, правда же? Вы знаете, Нет. я слышу слова благодарности, ходит, мы выходим, и люди говорят, у нас перестали расти слова. Я хотел просто отметить, что наша позиция, как вы поняли, она не агрессивная, общественная палата. Пытаемся помочь и населению, а без рекоператоров, без специалистов, таких как вы, это сделать невозможно, потому что отрасль же работала хаотично. Сейчас, в ближайшие годы, это займет, конечно, не месяцы, а годы, надо сделать работу ритмичной, энергичной, спокойной, и чтобы цели были достигнуты. Вот я сказал, еще под собой, Евгений Николаевич, вы говорили про Белгородскую область, там есть еще одна инновация, знаете вы о ней или нет, там же индивидуальное жилищное строительство очень развито, и они организовали, добиваются того, чтобы в каждом дворе, на каждом участке была компостная яма, начиная с губернатора. Губернатор сам у себя организовал сделать компостную яму, и часть вот этого мусора, который гниет, да, я этим хозяйством занимался, просто люди складывают в эту компостную яму. Дальше сдается реестр компостных. И если в дворе этой ямы есть, куда складывают мусор, то дают скидку на вывоз мусора населения. Ну, это вот такой учет и контроль. Но они пошли навстречу сельским жителям, тем жителям, у кого есть участки и дома. Это очень, ну так по-человечески, что ли. Конечно, это важно. Спасибо, это на самом деле у нас можно применить. Ну тогда уж вам молодежи. Вы знаете, что в Белгородской области, город Белгород, стоит на мелу, у них большая дальность до воды. Это первое. Второе. В этом городе один день в году официально
работника, помогает где-то убирать. Это благотворительность или это участие? Один день несложно кому-то поделить, но это настолько серьезнейший инструмент. И только белгородский губернатор это понимал. Потому что долгое время, по-моему, 18 лет он был бессменным. Вот понимаете, о чем речь? Должна быть 26, должна быть последовательность событий, продуманных. У них на въезде в город стоят заглубленные мусорки, 6-8 кубовые. И каждый желающий подходит и скидывает. Но там стоит видеокамера, Ростелеком отслеживает. Если кто-то выкинул мимо или мешок бросил с машины, хлоп, штраф. Это Белгород. Ты что, другая страна? Да, туда самолеты не летают, поездом ехать. Теперь летает. Где это летает? Вот, я когда было не летали, я поездом ехал, полметра. Город сказка. Вот, видите, вы все это воспринимаете как сказку, а мы-то это видели в реале. Это вот тот самый кибуц, который существует, и он работает, и полигон не растет, и перерабатывается все. Только потому, что губернатор придавал значение. И вот этих ученых, он их собирал отовсюду. Как перерабатывать? Более того, на днях, когда мы там были, Валерий Александрович, совещание такое же проводили, у него несколько рекоператоров, вернее, у него операторов несколько, а рекоператор государственного, дел государственного рекоператора. Мы предложили идею перерабатывать электронный лом, он сказал, я готов ко всему ЦФО, чтобы ко мне возили. Проблема была социализации тюрем. То есть обратились в тюрьму, говорят, нам просто мы устали шить, можно нам как-то социализировать на мусоре. Ну и эксперты, как эксперты мы предложили им рассмотреть сферу в обращении с отходами с электронным ломом, сделать набор законов и весь электронный лом сдавать рекоператору, а тот по договору будет перерабатываться, будет это в тюрьмах, там небольшие инвестиционные вложения в отвертку. Вот, поэтому он это услышав, тут же сказал, я готов со всего ЦФО брать и перерабатывать, потому что я понимаю ценность всего этого, я готов наладить эту переработку. Конечно, это рачительный хозяин, он сразу чувствует ресурс, что в этом есть ресурс, в этом есть будущее, и в этом есть будущий какой-то рынок. Поэтому вы сейчас начинаете с ТКО работать, скорее всего, и промышленные отходы к вам уже идут, да, если вы единственные на территории, а это совсем другие деньги, совсем другие рынки и совсем другая система учета, которая сегодня практически отсутствует. И здесь я хотела бы передать слово своему коллеге из Москвы, который прилетел к нам, чтобы поддержать общественную палату, он из общественного совета. И Александр сейчас ведет тему общественных контролеров, при которой общественники могут помочь выявить сегодня те промышленные предприятия, которые, не обезвреживая свои отходы, сдают их под видом ТКО на ваш же полигон. Александр, скажите 3 слова, как организовать лучше систему? Игорь Михайлович, у меня вопрос, на самом деле, короткий, да, к вам. По теме накопленного экологического ущерба, у вас наверняка есть данные, какое количество незаконных свалок, как вы это примерно оцениваете, рано или поздно все равно придется к этой деятельности возвращаться. Ну, примерно у вас же есть как бы подсчет. Просто по разным регионам все по-разному, кто-то посчитал, кто-то более-менее объективно обладает данными. Ну, рано или поздно все равно в рамках федеральной программы придется каким-то образом убраться на территории Бурятии. Да, у нас официально в соглашении передано 355 слов. Те, которые существуют, они Минприрода знает, есть координаты, и, видимо, в каких-то программах они будут убираться. Ну, позвольте уклончиво ответить на ваш вопрос и не говорить о том, сколько их еще есть на территории. Их много. Мы их все знаем, мы их описали. И перед тем, как начать работать, 8 месяцев мы утюжили всю республику на машинах, снимали с квадрокоптера, просматривали координаты, били локаторами. Мы все их выявили. Они все есть. У нас на каждый район есть паспорт. В паспорте все с координатами. Мы это передали в Минприроду. Ну, оценка есть какая-то? Сколько потребуется финансовых средств для того, чтобы рекрутировать все эти объекты? Мы же не оценочное предприятие. Наше дело было найти, описать и предоставить Минприроде. Ну, есть же площадь примерно, как говорится, понимаете, можно считать незаконной свалкой навал мусора, а можно считать незаконный полигон. Это как бы разные как бы истории. Да, масштаб бедствия. Когда 355 свалок, как говорится, сразу, я просто, для примера, по Архангельской области могу сказать, что там порядка 300 свалок, это стоит рекультивация 6 миллиардов рублей. Вот цифра примерно. При этом всем есть один подмосковный полигон Кучина, который закрыт по поручению президента. Его рекультивация стоит 4 миллиарда рублей. Ну, понимаете, да? Полигон Кучина, легальный полигон,
4 миллиарда, это будут средства федерального бюджета. Никаких примеров рекультивации за частный счет нет. Вот в России нет такого примера. Поэтому и мы с коллегами выступаем за то, чтобы часть захоронения это все перешло в какой-то контроль государства, что если не национализировать, по крайней мере, чтобы государство могло контролировать всю услугу по захоронению отходов. Она не рыночная совершенно. Да? И совершенно понятно, что мы в рамках тарифов собираем средства, в том числе на рекультивацию, а потом за счет государственного бюджета это рекультивируем. Но это какая-то странная экономическая модель. Согласитесь? Поэтому эти данные хотелось бы знать, да, и вы, если этим прикладным образом занимаетесь, более вы единственный региональный оператор в республике, вы точно, наверное, эти данные знаете. Ну или у нас оценка знает, была, вот те 355 свалок, которые у нас в терсхеме обозначены, это порядка 3,9 миллиарда рублей. То, что выявил еще регоператор, при актуализации терсхемы мы учтем и, соответственно, постараемся оценить на ликвидацию этих свалок. А вы в чистой стране в федеральном проекте участвуете? То есть да, участвуем. Федеральный если вы посмотрите, там пока речь идет о только реестре Роспроднадзора, те свалки, которые находятся в пределах населенных пунктов, а именно в городских поселениях. У нас 5 свалок пошли в этот проект, но 5 и 355. Понятно, что они самые крупные, но 5 и 355 тоже такая не очень. Можно теперь дополнить. Позвольте не согласиться с министром, может это неправильно. Но для того, чтобы ликвидировать свалку и посчитать ее ущерб, нужно понимать, куда мы ее будем ликвидировать. Должен быть полигон. У нас они называются перспективный объект. Так вот, если говорить о полигоне, приближенно к Баунтовскому северному району, то это Яравну на сегодня. Куда повезем свалку Баунт? В Яравну, а может в Баунте полигон? Надо понимать, куда мы его повезем. В Кабанском районе, вот недавно, глава ездил в Прибайкальский район, только 20 тысяч кубов. Стал вопрос, можно свалку брать? Можно, уберите. Куда убирать? Полигона для зоны нет. В Бурятии 3 зоны. Но в 3-й зоне 1 полигон частный, во 2-й зоне вообще нет. А в 1-й зоне их 5, один из них под судебными делами. И то 5 это скала, а было-то 3, действующих 2. В чем несогласие, Игорь Михайлович? Несогласие в том, что нужно перевести эти отходы. Потому что вы даже не перспективные можете... объекты у нас в терсхеме обозначены. Когда они Естественно, появятся, до них. перспективные? Когда появится, это другая история. Оценку, естественно, до них делать. Никто Тогда не надо- повезет из Баунта на полигон в Ну Улан-Удэ. понятно, Владимир Евгеньевич, надо понимать, куда вести. Я и спрашиваю, в чем не согласен. Ну, Мы куда вы понимаем, трубу куда везти. повезете, как На посчитать перспективный объект, На какой? Когда? который указан в терсхеме. Так а свалка-то сегодня, Свалка сегодня. а завтра она больше станет. Вот то, что у вас на свалке больше станет, это у вас заложено в ваших обязательствах по появлению перспективного объекта переместить на этот перспективный объект. Это не у нас, позвольте заметить, это у вас больше По- станет. по- Мы эту свалку по даже вносить в соглашению, схему не Михаил. стали. На сегодняшний день полигонов в республике действительно дефицит, и это все понимают. Но вот у нас это такая наболевшая проблема. Но я бы не сказал, что здесь у нас какое-то различие в позиции. Мне кажется, она абсолютно одинаковая. Невозможно посчитать ущерб, не зная, куда повезем. Вот в чем суть. Можно оценить. Если есть координаты перспективного объекта, до него расстояние можно посчитать, это посчитано. Ну, тогда у вас есть данные, считайте. Как раз по поводу перспективные объекты в терсхеме указаны. Можно закончить про общественных инспекторов буквально в течение минуты. Да? Вот для того, чтобы просто у нас была объективная информация, могли верифицировать те данные, которые есть у чиновника, которые есть у предпринимателя, у регионального оператора. Есть Институт общественных инспекторов по охране окружающей среды. Есть профильное законодательство, есть 12-й федеральный закон основы общественного контроля. Есть, собственно, статья 68 нового закона о охране окружающей среды, которая дает определение, что такое общественный экологический контроль. Есть даже ведомственный приказ Минприроды России от 2017 года. Ну, там есть вещи, которые, наверное, нам бы хотелось с коллегами поправить. Мы выступаем за то, чтобы принять новую редакцию этого приказа, чтобы было определены все эти функции. Поскольку коллеги из Росприроднадзора это считают, что для общественного инспектора это бесплатные помощники. А мы считаем, что это субъект общественного контроля, коим является общественная палата, общественные советы, и они, конечно, во взаимодействии находятся с госорганами, но все-таки это самостоятельные элементы системы. Но с нормативной базой мы определимся. В любом случае правильно было бы просто получить и создать электронную модель всей этой информации да, между общественниками, которые фиксируют нарушения, госорганами, которые призваны осуществлять государственный контроль, и непосредственно теми людьми, региональные операторы, которые работают и обеспечивают санитарную очистку городов. Я бы призывал бы это все сделать в электронном формате, чтобы можно было в электронной форме, в электронной модели все это видеть. Ну, то есть всю процедуру. Как эта жалоба появилась, собственно, как отработал надзор, собственно, и самое главное, что по итогу произошло. То есть есть ли результативность от этих действий.
ушла эта свалка, и исчезла она, как говорится, с карты, как говорится, да, либо она по-прежнему осталась, мы просто отписали, что провели какие-то надзорные мероприятия, какие-то представления написали, или штраф дали даже, ну как бы, да, толк тогда, как говорится, как прибавится. Поэтому мы в этом плане выстроим взаимодействие, очень рассчитывали бы о том, что вот с Вадимом Евгеньевичем мы выстроим контакт и, по крайней мере, вот по части регионов сможем уже в пилоте в этом году продемонстрировать эффективность. У вас электронная же еще модель будет делаться, да? Да, у нас Всё равно электронная надо модель решить. запланирована, вот сейчас мне как раз коллеги тоже пишут, что очень меня ждут, потому что нужно разместить конкурсную документацию сегодня на изготовление электронной модели. Ну, еще 10 минут, и мы вас, наверное, уже Надеюсь, отпустим. что вы меня отпустите, и если позволите, там, может быть, на пленарном заседании не присутствовать, так, чтобы мы доработали как раз часть электронной модели. Можно добавить, как раз был разговор по поводу объектов. Я готовил специально небольшую презентацию, молодой человек можно отключить презентацию? Да, как раз таки вот вопрос стоит, проблема введения новой системы обращения с отходами, это как раз необходимая инфраструктура отрасли обращения с отходами. Вот. Я являюсь генеральным директором Республиканского мусороперерабатывающего завода, это акционерное общество, мы разные компании. Да, акционерное общество, единственным акционером завода является правительство Республики Бурятия, фактически это госкомпания. Вот. Для наглядности я вот красного мешочка, как Дед Мороз, небольшие подарки приготовил. Хотел бы, чтобы участникам форума также раздали. Нет, пожалуйста. У нас форум как раз таки для тех, кто действует. И форумы, разрешите, да? Я продолжу. Здесь же все-таки не рекламная пауза, А это да? нет, это не то, это только начало. А дальше как раз пойдет про полигоны, наболевший вопрос. Форум называется для тех, кто действует. Вот. И хотел бы сначала начать для успешных проектов, которые инфраструктурные, созданы в Республике Бурятия. Пусть они небольшие, но они все равно есть. Первое, это то, что на базе Республики Бурятия, то, что я проговорил, да, завод по утилизации автомобильных шин. Объем утилизации, я так понимаю, это не относится к ТКО, поэтому для всех участников это не совсем интересно, поэтому я немного его опущу. Второй успешный проект, пример создания инфраструктурных объектов, это то, что в 2019 году было запущено 2 полигона по захоронению твердых коммунальных отходов. Это вот в поселке Заиграево, недалеко от города, и в поселке Икитай, Яравнинского района. Вот. Правильно, когда Игорь Михайлович сказал, что полигонов и министр сказал, что полигонов не хватает критически в Республике Бурятия. Вот 2 полигона запустили, и пример идет то, что действительно это большое подспорье и для глав муниципальных районов, и для регионального оператора. Потому что на полигонах все равно, как ни крути, ведется учет и контроль принимаемых отходов, идет правильное складирование, муртование отходов и не допускает его сгорания. Как ни крути, мы все знаем, да, что на свалках существующих есть практика такая, что горит отходы. Вот. И вот то, что как раз говорили коллеги, да, о том, что все равно при отходах, при движении отходов необходимо вести учет движения этих отходов. То есть куда ушел, где он обработку проходил, непосредственно где захоронялось. Вот. Есть мнение, так сказать, спорное. Да, кто-то говорит, что нам не нужны полигоны, потому что все будет обрабатываться, все будет сжигаться, что-то обезвреживаться. Вот. Ну, у меня такое мнение может быть такое спорное, но я считаю, что все равно полигоны нужны. Как ни крути. Вот на сегодня существующая схема обращения с ТКО, как правило, она вот такая. То есть место площадка, где идет складирование отходов, транспортирование и захоронение. Вот, как правило, по общему правилу, схема такая обращения отходов на сегодняшний день. Да, есть какие-то локальные моменты за счет энтузиазма людей местных, да, которые организовывают и раздельный сбор отходов, и сортировку, но это пока еще не системно. Для примера, вот получается общая система обращения, которая ожидаемая, которая в идеале, да, сверху, которая существует, снизу, которую мы ожидаем. То есть это транспортирование с мест накопления, это обработка, проще говоря, сортировка. В идеале, конечно, еще и обезвреживание, то есть сжигание. Опять же, транспортирование и опять сразу захоронение. То есть при любой схеме обращения с твердыми коммунальными отходами полигон, он все равно действует. То есть хвосты, как ни крути, они образуются. То есть полигоны нужны. Если говорить опять же по поводу того, для тех, кто действует, Вот
каким-то уже конкретным, я прошу тебя. Вот. Потому что вот этому меня учила Альбина Евгеньевна еще в прошлом году, и вы все здесь ученые, да? Да. Теперь по поводу полигонов. Вопрос возник, да, то есть позиция рекоператора и позиция правительства, она все равно, она одна, одинаковая, о том, что, да, при ликвидации даже свалок необходимо куда-то их надо вести. Мы все понимаем, да, их надо куда-то вести. Либо рекультивировать, да. То есть на сегодняшний день в правительстве Бурятии уже разработаны 6 ПСД, которые прошли экспертизу. Вот на карте они обозначены. Обращаю внимание, что все полигоны они не входят в центральную экологическую зону. Вот мелко да, написано. Это Кабанский район, Прибайкальский район, Баргузинский и Курмканский район. Это ближние, которые в центральной экологической зоне. И подальше есть, да. То есть на сегодняшний день у нас есть 6 ПСД, которые готовы уже к финансированию. Это вот Альбина Евгеньевна к вопросу о том, что куда вы перераспределите средства от БЦБК. То есть, и Александр да, спрашивал о том, что нужны проекты ПСД. Вот, то есть есть наглядные в Бурятии ПСД, прошедшие все экспертизы и готовы для финансирования из федерального бюджета. Да. Нет, это строительство полигонов. Это строительство новых полигонов. То есть здесь, к сожалению, да, очень мелко написано, там прописана мощность этих полигонов и стоимость сметная. Вы знаете, мы как-то в ЦФО из 1000 полигонов сделали модель для Внешэкономбанка, делали год почти, при которой на всю территорию Центрального федерального округа у нас получилось вместо 1000 полигонов 8. А у вас тут вот раз, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Не многовато ли? Мы уходим от полигонного захоронения, и на ваш объем столько полигонов для чего? Мы только что услышали эффективную систему, стремящуюся к нулю отходов, перерабатывать все, размещать в природном цикле только то, ну, камни это называют, да? А вы нам предлагаете тут все полигонами застроить. Не вижу логики, спорный вопрос, надо рассматривать, да, наверное, на месте у вас. Даже если у вас есть... Мне как-то звонила, кстати, женщина от вас, как с министерства, лет 5 назад, я ее спросила, а что вы там в терсхеме делаете? Еще тогда схема саночистки была. Она говорит, а у нас тут 38, что ли, полигонов. Я говорю, что? Она говорит, 38 полигонов. Я говорю, с вами даже разговаривать не буду. На Бурятию 38 полигонов, идите подумайте, посмотрите технологические решения. Вот чтобы посмотреть технологические решения, приглашаю и министра, и вашего рекоператора. 4-5 числа будет крупнейший форум в Истейк, там все банки я собираю, для того, чтобы они честно сказали, что денег не дадим. РЭО будет представлены, которые, наверное, распишутся и скажут, у нас тоже денег нет. Но там будет много представлено оборудования, которое, может быть, вам хоть как-то начнет перерабатывать отходы. Поэтому приглашаем 4-5 июня, да, в Москве, в Крокусе. Она есть в открытых источниках, наберите форум отходы, и вы увидите в Истейк. Это раз в 2 года проходит крупнейшая выставка, на которой как раз производители оборудования будут. Но мы еще и собрали туда, кроме пленарного заседания, на котором должен РЭО рассказать меры поддержки, Минпромторг меры поддержки, Минприроды меры поддержки, рассказать такого рода проектам в сфере обращения с отходами. Я буду модерировать это мероприятие. И второе мероприятие – это банки. Банки, фонд развития промышленности, фонд технологического развития. То есть мы собрали всех, кто может хоть что-то дать. Фонд, корпорацию развития малого и среднего бизнеса. То есть Внешэкономбанк как банк развития. У кого какие инструменты есть, вам в поддержку, финансовую поддержку рекоператоров. Поэтому приезжайте, а вот от этого надо отходить. Вы извините, молодой человек. Ну, это просто мнение, одно из мнений, да, спорных. Поэтому я обозначил 2 проблемы и пути их решения для включения в протокол. То, что про деньги вы говорили, да, даже выделили перспективных. Первое – это отсутствие полигонов. Тут на 4 полигона, да, цена, вот, что проговорили, 1,7 миллиарда рублей. Вторая проблема вот, по поводу обработки, да, объектов обработки, обезвреживания отходов. Я предлагаю 2 варианта. Первый вариант – это все-таки для того, чтобы привлечь бизнес на строительство объектов инфраструктуры, необходимо все равно рассматривать как налоговые льготы. То есть обработка – это капиталоемкие объекты. Да? Мы все понимаем, то есть требуются большие деньги. И предоставление на субъектовом уровне налоговых льгот, налог на имущество и налог на землю – это хорошее подспорье и климат для привлечения инвестиций. И второй момент,
У нас есть, да, постановление правительства Российской Федерации номер 284 об установлении ставок экологического сбора по каждой группе товаров, подлежащих утилизации после утраты климата пестицидов. Вот, то есть она с 2016 года существует, то есть там сбор, который идет, и предложение перераспределения этих бюджетных средств, формируемых за счет утилизационного сбора компаниям, которые занимаются этой обработкой. Экологического или утилизационного? Соответственно, постановление 284 экологический сбор. Экологический. Вы упомянули очень хороший сбор утилизационный. Мы, общественные палаты, сделали запрос на Минфин. 2 года нам не отвечали. Тут Валерий Александрович что-то, наверное, волшебник сделал, нам ответили. Так вот, экологического сбора собрано там около 2 миллиардов, я даже не помню цифру. А утилизационного почти под триллион. 800 миллиардов собрано за несколько лет, которые в кубышечке лежат, и Минфин никому денежку оттуда не дает. Поэтому ваша оговорка, как по Фрейду, она очень-очень важна. И вам, отрасли, я советую об этом говорить. Министерство, распределяющее эти деньги, сидит тихонько на них и неэффективно, мне кажется, их расходует. Поэтому утилизационный сбор – это та возможность, которая сегодня собирается, собираемость очень высокая, и, конечно, перераспределить в отрасль эти деньги – это одна из задач, ну, в том числе, я считаю, своей задачей, напомнить всем о том, что такого рода налог собирается, его надо перераспределять, не только собирать. Поэтому предложение в протокол включить. Мы уже опаздываем. Валерий Александрович, у вас следующее мероприятие, мне ваши помощники говорят. Поэтому все уже сказано. Давайте будем во взаимодействии. Если что-то особо острое, я еще возглавляю профсоюз работников отрасли обращения с отходами. Обращайтесь по защите ваших трудящихся. Нет, не допустим. Да почему? Вы, кстати, зря это. Потому что повлиять на тарифы как раз профсоюз сегодня не может. И когда вам власть говорит, нет, роста тарифов не будет, и РЭК говорит, вы не включите в тарифы, а вы им раз, профсоюз утвердил зарплату именно такую. Например, мусоровозчики в Европе получают $6000, потому что это особо опасные, евро вернее, да, Саша, особо опасные условия труда. Поэтому про профсоюз подумайте. Это далеко. Я бы хотел озвучить основную проблему. Все-таки 400 тысяч рублей. Я думаю, что в республике поискать людей в Бурятии, которые получают 400 тысяч рублей. Я еще, сейчас, Игорь Михайлович, вот еще одно замечание, чтобы не забыть. Вы сейчас говорили о проектах, вначале вы говорили о площадках. Я так понял, что они довольно близко от населенных пунктов, от гаражей. Да? Это на границе между УНУД и районом. И вот тут очень важная тема, то, что я сказал вначале. Люди возмущаются всем. И, конечно, наверное, Сергей Сергеевич, тоже вот мой совет. Когда подобные проекты обсуждаются, сразу надо включать активистов, сразу. Инженеров желательно, вот как наш коллега Шпектор, Игоревич, который занимался проверками, он же активист, он же общественник. Чтобы и потом не было разборок, как в Шиесе или как там в Екатеринбурге со строительством храма. Сразу включать общественников, чтобы они были в курсе дела. Подключать местную общественную палату. И потом, ну, во-первых, коммуникация наладится, а во-вторых, потом у вас же будет аргумент. Вы скажете, так вот же ваши общественники были. Меньше будет скандалов и этих разборок. Можно просто единственный аргумент. Вот у нас в тарифе, почему он такой низкий? Он должен быть реально выше, но не за счет того, что мы жадные. У нас не заложено содержание вот этих свалок, которые мы сейчас рядом с поселками, согласно Медведевским подписанным постановлением, можем возить. Они вне тарифа. То есть мы возим, население не видит ничего изменившегося и говорит, вчера мы возили на эту свалку. Сегодня вы возите, а денег с нас берете его. Надо закладывать содержание свалок. Вот единственное пожелание. Нам не дают в тариф заложить, потому что они не могут оформить тариф. Это незаконно, нет. Из-за этого тариф в половину ниже. Если оно не подразумевает тарификацию. Конечно. Вот в чем проблема нашей байкерской территории. Не надо никаких полигонов. Это можно перетряхнуть, запаковать и пусть лежит.
Если позволите, Альбина Евгеньевна, тоже маленький комментарий. Вот вы правильно говорили, что там госучастие должно быть в регоператоре, да, чтобы мы увидели ситуацию изнутри, скажем так. Поскольку это фактически естественная монополия, которую мы сами создаем, не естественная монополия, так скажем, то на плече республики было принято стратегическое решение, что объекты захоронения отходов, то есть конечное размещение, они находятся в ведении республики. Вот Игорь Михайлович у нас постоянно ратует за то, чтобы эти объекты как-то в его управление попали. Хотя ему вроде об этом уже много раз сказали, что это стратегическое решение. И на каждом совещании такой вопрос поднимают. Вот у нас здесь есть некое противоречие. Если свое мнение по этому поводу скажете, будем благодарны. Национализация полигонов, об этом говорю много лет. Я вообще считаю, что инфраструктура должна быть, и во многих странах это и есть, государственной и отдана в эксплуатацию операторам. А функция размещения отходов – это особо опасная функция, она должна быть только в государственной собственности. Я свою позицию, и будем заканчивать, скажу. Мы вот не затронули тему развития инфраструктуры, за счет чего все это строить. Цифры же, они очевидны. Невозможно сегодня построить пару сотен объектов, мусоросортировку, переработку, полигоны современные за счет тарифа. Невозможно. Придется поднимать тариф существенно, и будет 146 миллионов недовольных. Сделать это нельзя. Более того, во многих странах тоже строят за счет государства. Свое твердое убеждение, и повторяют, не только у нас, это в других странах, где население побогаче. За государственный счет надо строить эти объекты и передавать в управление бизнесу. Плохо управляет, значит менять компанию, менять там условно рекоператора. И это наша сегодня задача. Вот прозвучала цифра, утилизационный сбор, 800 миллиардов рублей. Вообще-то этих денег хватит, чтобы глубоко модернизировать отрасль и построить эти самые сотни объектов. Хватит с запасом. Деньги-то есть, только мы должны вместе, общественность, государственные управляющие, региональные, добиться того, чтобы эти деньги пошли на стройку. Это наша позиция, выработанная в общественной палате, и пока нас с нее не сдвинули. Я хотел выступить. Я глава поселения от появления операторов таких, да, сборку мусора. И очень помогло нам, главам поселения. Вот у меня центральная часть отдает реки Селенги под уборку мусора. Это облегчило, где эта работа будет эти мусор. И они хорошо исполняют свою работу. Спасибо.